Глава Галского района Константин Пилья продолжил еженедельные встречи с жителями сел Галского района. На этот раз глава посетил село Нижней зоны Батайгуара. В рабочей поездке приняли участие председатель районного собрания Беслан Кантария, представители правоохранительных органов, налоговой службы и сотрудники администрации. На встрече с жителями царила атмосфера доверия и общей заинтересованности в решении местных проблем и вопросов. Глава интересовался проблемами сельчан и тем, как живут батайгварцы. Жители села, в свою очередь, подготовили перечень актуальных вопросов. Спасибо, что сегодня вы пришли. Спасибо, что вы всегда поддерживаете нас. Село Батайгуара проживает 320 дворов. 1035 человек проживает. Но плохо то, что молодые мало очень у нас. До 15 всего 75 человек, учащихся. Наш народ вообще трудолюбивый. Это вы, наверное, уже знаете, сколько лет вы работаете. Проблем у нас много, но мы можем эти проблемы как-нибудь сами решить. Есть такие, которые мы сами не можем. А за это мы будем использовать вашу помощь. Вот таким коллективом приехали, чтобы поговорить, вот тут на месте обсудить, какие проблемы, чем можно помочь, что можем сделать. Тут много, конечно, насущных проблем, но нерешаемых проблем не бывает. Все будем вместе делать как один коллектив, тогда у нас все будет получаться. Нас, правда, очень заботит, что вот у нас молодежи мало, что вот в предыдущие года много молодежи покинуло район. Если поехали поучиться и вернуться, мы только рады будем, мы говорим, учитесь где хотите, лишь бы они получили образование, высшее образование, качественное. Потом, чтобы все их знания были вот сюда, в район, в село, вот мы к этому все стремимся, и что возможно делать. Одни только там силами администрации ничего не получится, только вот все вместе, если что-то будем делать, тогда у нас будет получаться. Первой обсуждаемой темой стала собираемость налоговых платежей за земельный налог. По словам начальника налоговой службы Роберта Жиба, ставка за земельный налог изменилась, подчеркнув, что жители села Батайгуара всегда добросовестно платят налоги. Никаких проблем с этим нет. Глава района отметил, что в первую очередь помощь оказываться будет тем, кто исправно вносит налоги. Раньше, где орех растет, где вы платили 4500, сегодня 1125 платите, вы, наверное, это все знаете. А дальнейшее, если у кого-то добавится, это по территории добавится, а не какой-то ставка, ничего не поднимается. Территория, если то, что вы на сегодняшний день за вами чистится, если еще что-то вы добавили и добавится, и налог, естественно, сумма добавится, это что вы все знаете, а так налог село это тот самый минимум, который ежемесячно на сегодняшний день, что есть, план выполняется. Приходят люди там с каких-то там домов, просят вот это. Мы тогда поднимаем, у вас как задолженности существуют, за электричество задолженность, за квартплату задолженность, вот эти задолженности закрываете, тогда и нам легко идти навстречу. Сотрудники Галского филиала РУП Черноморэнерго проинформировали, что в селе собираемость налоговых платежей за электроэнергию за полгода составляет 56%. Также они осведомили сельчан, что тариф за электроэнергию повышен. Тариф поднялся, оплачиваем по нормативу же, конечно же. Это, например, зимний период ноябрь-март, который составляет 900 рублей, а летний период уже 630 рублей. Да. К повышению тарифа за электроэнергию жители отнеслись негативно, объясняя это тем, что несмотря на то, что у них нет задолженности по оплате, качество света желает лучшего, чему виной ветхие электросети. Столбы и провода давно вышли из строя. Мощность света составляет не более 130-150 вольт. Все столба нехорошие, все надо менять половина, не все половина менять надо. Это о столбах вы говорите? Да. Провод мы сделали 7 миллионов, мы по одному сделали. Нам уже не хватает, раз сами купили, сам сделали. Я подойду человеку, давайте не дает, давай нормальный свет, буду платить, нормально, я откуда принесу это. Все свет есть, 150, 160, то если не дойдет. Сейчас, вы знаете, уважаемые сельчане, мы тоже из того, что имеем,
та ситуация финансовая, которая есть в районе, стараемся каждому селу вот так хотя бы по чуть-чуть распределим. Сейчас не будем вам говорить, что завтра тут все столбы поменяются, раз мы приехали и сразу новая жизнь начнется. Такого не будет, но по чуть-чуть первое начнем со столбов. Вот как глава нам опишет, количество столбов необходимых письменно мне напишет. Я обращаюсь к Черному району, мы прекрасно нам давали. Один раз 70 столбов дали, один раз 100 столбов дали, один раз 50 столбов. В Черном районе у них производство есть. И по этапу, как они выпускают, они нас снабжают. Обратитесь письменно, мы тоже приложимся к вам. Я многих знаю, например, тетю Заиру, тетя Заиру часто видимся, она приходит. Многих знаю. Есть какие-то такие бытовые ситуации, которые что-то можем решить. Может быть, неловко ехать в администрацию, говорит, вот потому мы приехали сюда, чтобы вы могли поделиться. Константин Пилия отметил, что необходимо общими усилиями решить проблему оттока населения. Молодежь, на которую возлагаются большие надежды, оставляют родные места и не возвращаются. Надо сделать так, чтобы после окончания вузов ребятам хотелось вернуться домой, ведь они наше будущее, подчеркнул глава. Давайте все будем делать так, чтобы наши дети у нас в районе оставались. Это будущее района, это будущие руководители. Это говорю искренне, это позиция всего района, это позиция руководства. И вообще нету в стране, кто человек плохо понимает эту ситуацию. Все понимают, и мы должны все сделать так. Потому очень важно, в каком состоянии школы, очень важно, какой уровень образования, что дети получают. Очень важно... Дальше ребенок, когда поучился, еще вопросы досуга, где развлечься, куда пойти, где, какой у нас дом культуры есть, где. Вот это весь комплекс работ, который огромный. Мы должны детей заинтересовать, оставаться у нас в районе, жить в районе, свое знание применить в районе. Вот это мы все вместе должны делать. Это силами одной администрации ничего не сделаешь. Мы должны это все делать. И дома должны родители говорить, и старшие должны говорить, что мы должны максимум усилий к этому приложить. Жительница села Заира Ихвай поблагодарила всех, кто принимал участие в благоустройстве села и помогал сельчанам, а именно Руслана Кишмария, который в свое время немало усилий приложил для улучшения жизни сельчан. Бывшее и нынешнее руководство службы государственной безопасности Галского района, бывшего депутата Каху Пертая, неправительственные организации, коллектив школы и работников амбулатория, которые в любое время суток бесплатно оказывают медицинскую помощь сельчанам. Я хочу вам благодарить за то, что когда пожар был у нас, целую ночь вы с нами бегали и своими глазами видели, что происходило здесь. Благодарим за то, что вы не на лицо нас сладкие слова говорите, сзади нас защищайте нас. Врач амбулаторного центра Нона Тарба выразила благодарность главврачу Галского района Астамуру Гамге за постоянную поддержку и помощь, отметив, что благодаря ему амбулатория работает в полной мере. Я хочу большое спасибо сказать главному врачу Галского района. Очень достойный врач. Мы имеем такого достойного главного врача, который решает наши проблемы. Большое спасибо за скорую помощь. Большое спасибо за эхоскопический аппарат. Он, правда, пока не стал работать, но мы договариваемся, придет, начнет работать у нас Ливан Гурцкая. Большое спасибо за все медикаменты. Большая очень работа была сделана за 3 года. Кроме спасибо, ничего не могу сказать. Все у нас есть. И лекарства у нас в достатке, и аппаратура у нас, и эта машина. Единственное у нас, что коровы к нам все время заходят, у нас ограждение больницы очень плохое. Если сможете нам помочь чем-то. Нона Тарба добавила, что еще необходима помощь в ремонте участка дороги, который совсем в плохом состоянии. Из-за трудной проходимости машина скорой помощи не может быстро приехать до места назначения. Глава удовлетворила обе просьбы, пообещав, что в скором времени обе проблемы будут решены. Сельчане обратились к главе с петицией открыть пропускной пункт, расположенный в селе Батай-Гуара, который был закрыт в марте 2016 года. Объясняя это тем, что большинство жителей села пенсионного возраста, и им сложно добираться до пропускного пункта на КПП Ингур. Я сейчас это принимаю как поручение. И свое письмо тоже приложу, и сам тоже пойду. У нас будет совещание, называется Совет безопасности. Вот на Совете безопасности обязательно эту ситуацию я озвучу. Среди актуальных вопросов для населения стали и частые рейдовые мероприятия. Жители пожаловались, что почти ежедневно инспектора ГАИ из других районов проводят в селе рейды. В Сухумске 3 машины ежедневно
ходят здесь по нашим линиям, Печора. Я не знаю, они, если федеральные горы, федеральная трасса там, прибор достают, прибор, те, говорят, пьяный прибор достают, дают. Человек, который в жизни не пил, пьяным оказывается. И сразу штраф. О том, что вы говорите, что приезжали сюда, значит, вот, по нескольку машин там, и так далее. На данном этапе эти моменты, эти мероприятия приостановлены, но по утвержденному плану министра внутренних дел Республики Абхазия с следующего понедельника эти рейдовые мероприятия будут проводиться здесь, в Гальском районе. И к чему это я вам говорю? Значит, я бы очень просил бы вас всех здесь, вот кто управляет транспортным средством, если он видит, что в отношении него сотрудники, не имеет значения, ГАИ, другие, какие бы то ни было, да, принимают какие-то незаконные меры, можете все записать мой личный мобильный телефон, можете мне звонить и говорить о каких-то неправомерных действиях в отношении вас. А потом, приму я меры или нет, вы увидите. А я уверяю вас, что меры я приму, и причем незамедлительно. В ходе встречи глава администрации Галского района Константин Пилия обсудил с сельчанами все вопросы, волнующие сельских жителей, каждый из которых был принят во внимание. Все озвученные проблемы были внесены в протокол. Часть из них будет решена уже в ближайшее время. Остальные вопросы будут решаться по мере возможности. Илона Микаева, Бату Библай, Борис Цацуа, Гал ТВ.